Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук і наш сённяшні стрым, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Сёння, 12 снежня, портал Тузін FM ладзіць такую адмысловую цырымонію уручэння ўзнагародаў прэміі Героі года 2018. Такая юбілейная прэмія з нагоды 15-годдзя самого порталу. Такія традыцыйныя намінацыі: адкрыццё году, альбом году, герою году і гэтак далей. Ну, хто цікавіцца, той можа сёння, 12 снежня, потрапіць на канцэрт, прэзентацыю, эту цырымонію уручэння. Мы таксама вырашылі далучыцца да гэтага мерапрыемства і запрасілі да сябе ў госці не абы каго, а самых сапраўдных герояў сёлетняга музычнага году 2018. Гэта музыкі гурту Нізкіс. Гурт з Магілёва. Можна пералічыць усіх паімённа, але я думаю, тыя, хто сочыць за беларускай музыкай, тыя, хто з'яўляецца аматарамі музыкі гурта Нізкіс, і так ведае ўсіх паімённа. Таму сходу адразу ў бой. Ну і як вам, хлопцы, пачуваецца ў званнях герояў? Пока еще непонятно. Мы еще не поддержали то, что нам вручат или вручат. Поэтому, когда уже выйдем на сцену и получим саму награду, тогда я буду уверен в том, что это правда. Ну, але ж ці вот нешта патрымаць у руках узнагароду, гэта галоўнае. Вас ужо прызначылі героямі. І я так думаю, што не толькі эксперты, але і слухачы. Ужо павінна быць нейкае адчуванне. Да, вот мы такія героі. Ну, конечно, отчувание есть, но немножко, мне кажется, интригу убили вы тем, что сказали, что кто уже герой. Как бы все-таки интересно, когда это происходит, так сказать, онлайн. Ну, я вам покажу. Вот, коли ласка, открываю портал Тузін Гітов. Нізкіс, герои 2018 года. Так что... Вот, ну и как бы герой года пока это с оговоркой по версии портала Тузін FM. Вот когда там... По всем версиям там героя, как бы это будет еще более приятно, мы будем к этому стремиться. А все версии это какие? Коли там, скажем, открываешь сайт Президент.Gov.by и там написано Александр Лукашенко вручил... Журнал Time, Люди года и так далее. Советская Беларусь, Люди года, да. Ну, вообще без оговорок. Герои все года. Да, просто герои. Такие сарамливые, простые хлопцы, герои. Скажите, вот на ваш погляд, все ж таки ёсць нейкая розніца. Я некалі пачуў такую фразу, што для того, каб музыкі, ну, увогуле, творцы стваралі вартыя творы, каб іх вот годныя творы, яны павінны быць полугалодныя і жыць дзе-небудзь там на перыферыі. Вот як вы лічыце, ўсё ж таки павінны быць рокеры, творцы? Ну, вот мы яркий пример этого. Такие полуголодные. Полуголодные. Нам только воды вот дали, к сожалению. Даже попросили даже специально никаких нам ни кофе, ни чая, ни тортиков, просто воды. І ўсё адно не кожнаму дасталася. Да. Эканоміць на героях. Як вы лічыце, што ўсё ж таки, вот, як трэба, ці як правильно сказаць, што трэба зрабіць, каб стаць героем? Вот у музыцы, у рок-музыцы, у беларускай. Просто делать то, что ты делаешь, любить то, чем ты занимаешься, и верить в то, что у тебя все получится. Ну, естественно, хороший материал. И я еще считаю, что надо приоритеты расставить, потому что если, ну, многие так вот хотят чего-то добиться, но видно, что у этого человека, например, группа не на первом месте в приоритетах. Но даже если на первом, не факт, что что-то выстрелит, а если на втором, так подавно. Ну что, вот некоторые там молодые музыки, вот не музыки, думают, вот стану-ка я музыком, поглядзяць вот наш эфир, як Нізкіс праз год стану героем, а праз пару гадоў, як Rolling Stones, буду мільёны бабла зарабляць. Вот, ну и как бы вот гэта такие мэты ставить себе трэба, ці нешта думать про іншае. Потом просыпаться и начинать работать над всем этим делом. То есть я, да, уже в 1000-й раз говорю всем молодым, тем, кто
хотит и хочет, и все остальное. А заниматься музыкой, вы должны понимать, что это далеко не легкий труд. То есть нельзя рассчитывать на то, что это будет сиюминутный результат, что ты с утра проснешься и стал звездой. То есть к этому 99% групп идут очень долго. И мы еще только на пути, по сути, в начальной стадии того, на что мы рассчитываем или планируем. Ну, а на что вы различиваете? Вот по вынику, в идеале. В идеале, чтобы собирать большие и очень большие залы на протяжении ближайших еще лет 40. Угу. Стабильно. Вот некалькі тыдняў таму тут у нас у гасцях быў такі вядомы ў свой час беларускі прадюсер, зараз ён працуе ў Маскве, Гена Шульман, і я ў яго спытаўся, вот што трэба зрабіць, каб вот беларуская група стала, ну, вядомая па ўсёй Беларусі, кожнаму беларусу, ну вот як Океан Эльзы, да прыкладу, ва ўкраіне. І мне казаў, трэба як мінімум $1 мільён укласці. Вот у вас ёсць каму укласці хаця бы не мільён, ну хаця бы вот на гэтым этапе, на сённяшнім, хотя бы там якіх 100 тысяч. Ну, нет, таких сумм, естественно, нет, но, опять же, эта формула не 100%. 100%, да. Отсотков, да. Да, то есть, ну, не факт, что там вложить во что-то кучу денег, и ты гарантированно получишь там результат, который ты хочешь. Возможно, да, с сегодняшними инструментами, вливанием денег ты можешь там неделю, просто месяц, там можешь на слуху у всех быть, все тебя будут знать. Да. Но так же быстро тебя и забудут, если там, по сути, пусто. Ну, да, то есть никакого багажа и содержания нету, то есть ты год погремишь, 1,5-2, и дальше после этого надо что-то делать, чем-то снова удивлять людей. Либо очередные миллионы просто вкачивать, чтобы это все искусственно поддерживать. Вот вы сказали, как здзіўляць людей. Вот есть некая такая задача здзіўляць людей, и тому, скажем, каждый год, и там до каждого альбома нешта мяняць у стылі, там, у стылістыцы, падачы, ці яшчэ што. Ці вот абралі свой шлях, вот як я читаю у вас на сайте, граюць альтэрнатыўны мейнстрым. Вот і валім альтэрнатыўны мейнстрым, ці нешта там, а давай-ка мы там дудки дададим в этом альбоме, те еще что-нибудь. Фактически то, что вы сказали, происходит сейчас. Да, мы, как нам кажется, по крайней мере, от альбома к альбому, по звуку, естественно, изменяемся, даже по какой-то по подаче материала меняемся. Естественно, мы хотим удивлять с каждым альбомом, с каждой новой песней и слушателей, чтобы они просто, увидев, допустим, что вышла наша песня, они не думали, ну понятно, это Нискис, понятно, что от них ждать, чтобы они послушали и развели руками, интересненько, и снова захотели послушать. Ну, а як это отбывается? То есть вы слухаете сусветные тенденции и выбираете, это вот и нам закатит вот такая вот фишка. Ну, это скорее комплекс, то есть и такие вещи надо отслеживать просто, если ты хочешь быть, грубо говоря, в тренде, да, то есть чтобы тебя слушали и новые слушатели поступали, да, допустим, в твое сообщество и там в качестве поклонников музыки. Надо слушать очень много музыки, чем мы и занимаемся. Ну и плюс еще, естественно, искренне делать все это дело. То есть, чтобы это не брать, просто копировать какую-то группу, да, там делать, потому что она сейчас популярна, просто в разумных пропорциях как бы добавлять какие-то вещи, потому что на самом деле куча людей и групп работают над тем, чтобы дарить там всей планете песни какие-то хитовые. То есть из года в год каждую неделю появляется какая-то действительно достойная песня. То есть это же не просто так. Люди думают над этим, поэтому... И мы, конечно, прислушиваемся, присматриваемся и немножечко добавляем что-то свое. Ну, нягледзячы на тое, што вот вы пакуль яшчэ там узнагароду ў руках не патрымалі, там дыплом вам не далі, які пацверджвае, што вы вот героі 2018 года, тым не менш, вот як вы думаеце, тое, што вас признал Тузин FM, что вас признали там лепшим гуртом там с 2018 года, музычные критики, там публика, там ваши фанаты. Ці можна, ці гарантыя гэта того, что вы станете героями для Беларуси? И вот як этого можно домагчыся? Ну, мне кажется, это одно из подтверждений. Да? Ты что хотел сказать, Лень? Я хотел сказать, что в этой сфере вообще гарантий никаких нет.
Ну, как и во многих сферах, как бы, да, нет универсальных формул, делай вот это и получишь гарантированно вот это. Там пробуй, делай все, у кого-то получится, у кого-то и нет. Вот. Ну, а вот эти все награды, это как бы, да, очередное подтверждение. Там, ну, хотя на прошлой неделе мы выступали на «Песне года» нашей белорусской, там нам тоже дали так называемый диплом. Ну, как бы это, опять же, не гарантия чего-то. Показатель — это те же живые концерты, где люди голосуют за тебя, покупая билеты, приходя на концерты, там, знакомя с твоей музыкой каких-то своих друзей, подруг. Ну, вот это, мне кажется, главный показатель. Я до чаго это спытаўся, вот вы ж ведаеце гэту такую прымаўку про тое, что на радзіме няма сваіх герояў. Вот чужие, да, там, и тому у нас вот у музыцы таксама. Вот там дзесьці в Амерыцы, у Брытаніі, там на захадзе, там могуць там добрую музыку, добры там рок заспяваць, а у нас что? Ну і у лепшым выпадку паехаў там нечага дасягнуў там у России ці в Украине, и тады уже, ну да, конечно, да, уже тады и тут прызнаюць. Вот все ж таки без гэтага ёсць вот сёння уже створаны такія умовы, што сёння і без гэтага можна стаць для беларускай публікі, ну хай не героем, хай любимым выканаўцам, любимым гуртом. Ну, сейчас проще в этом, по-моему. Все социальные сети, YouTube и все остальное. То есть это, естественно, очень большое подспорье в том, чтобы, по крайней мере, как наиболее большому количеству людей, наиболее большому, отлично сказал, наибольшему количеству людей быть услышанными. То есть, и опять же, это касаемо того, если возвращаться вкладывания денег. Если бы те же «Океан Эльзы» в свое время очень хорошо попали, то есть они на одной из глобальнейших там, на постсоветском пространстве радио ротировались, то есть и по 10 раз, если их песни звучали в сутки, то есть это, естественно, это, от этого происходит выхлоп. И когда их клипы на центральных телеканалах крутятся, то есть... Такие дела. Вернемся к нашим миллионам. Да. Атрымліваецца, што павінна супасць шмат фактараў. Вот можа быць гениальная группа, пишуць выдатныя песні, але вот ну что-то вот не супало, не пайшло и... Да. Да. Но в этом плане не нужно искать каких-то оправданий, что всегда можно найти причины, там, чтобы не делать. Там, вот у нас бизнеса нет музыкального, там, а вот там где-то лучше. То есть, ну, мы работаем в условиях, которые есть, и нужно максимум выжимать из этого и, ну, и ломать какие-то тенденции, там, ну, почему не мы, либо кто-то еще это будет делать. Ну, кто-то это все равно должен сделать. Еще, конечно, у нас в стране и присутствует такой синдром провинциала, то есть, естественно, если ты в Россию куда-то уехал или в Украине ты там поехал на X-Factor, да, чего-то там до полуфинала дошел, и потом о тебе пишут все СМИ еще полгода, потому что таких поводов еще писать не о чем, допустим. Да. А я могу с уверенностью сказать, что у нас 20 групп, не буду их называть, но точно есть в Беларуси, которые форы дадут и украинским, и российским группам точно. Если не мировым там, или европейским, то российским и украинским точно. То есть вот приблизно 20. Ну, это которые я могу с уверенностью сказать. Опять же, я многих... Да, я могу там какие-то группы не знать молодые, которые на самом деле сейчас где-то сидят в квартире, ваяют там гениальные какие-то штуки, и я надеюсь, что там им хватит силы воли, терпения, чтобы это, допустим, опубликовать, и чтобы люди действительно поняли, что у нас есть и еще самородки. Мы перарвемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што сёння у нас у гасцях герой 2018 года, гурт Нискис. Слухайте Еўрарадыё, праз 3 хвіліны мы вернемся. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У гэтай хвіліны ў Страсбуры ўручаюць прэмію Сахарова за свабоду думкі. Лаўрэатам стаў украінскі рэжысёр Олег Сянцоў, асуджаны ў Расіі на 20 гадоў нібыта па абвінавачанню ў падрыхтоўцы тэракту ў Крыме. Узнагароду атрымлівае ягоная стрыечная сястра Наталя Каплан сумесна з адвакатам Дмітрыем Дынзе. Адначасна ў Маскве ля будынка адміністрацыі прэзідэнта стаіць пікет у падтрымку Олега Сянцова. У акцыі ўзяў удзел вядомы кінакрытык Антон Долін. Украінскі прэзідэнт Петро Парашенко у інтэрв'ю Fox News звярнуўся да прэзідэнта Расіі Пуціна і назваў інцыдэнт 28 лістапада, дзе расейцы захапілі 3 украінскія караблі і 24 ваеннапалонныя, вайной. Містер Пуцін, гэта акт агрэсіі, не жарт, не інцыдэнт і не крызіс, гэта вайна, заявіў Петро Парашенко. Mr. Putin, this is the act of aggression. Mr. Putin, this is the war. And this is not a joke, and not an incident, and not a crisis. Заявіў Парашенко, а Кангрэс США засудзіў Расію за варожыя дзеянні супраць Украіны і заклікаў Трампа заклікаць Расію ў сваю чаргу да адказнасці за гэты акт. У аўторак на сустрэчы з дэлегацыяй беларускага ўраду віцэ-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Дмітрый Козак адмовіўся абмеркаваць кампенсацыю падатковага манёру і заявіў, што ўзамен Беларусь прынамсі павінна развітацца з часткай суверэнітэту. Пра гэта паведаміла агенцыя Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу блізкую. Да перамоваў з беларускага боку ў сустрэчы бралі ўдзел віцэ-прэм'ер Ігор Ляшенко і амбасадар Беларусі ў Расійскай Федэрацыі Уладзімір Сямашка. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, вяртаемся ў студыю, з вами працуе Зміцер Лукашук, і у нас у гасцях героі 2018 года па версіі парталу Тузін.FM гурт Нізкіс. Хлопцы, ну вот я так разумею, што ў хуткім часе ўсё ж такі вот тыя мільёны, пра якія мы казалі ў першай частцы нашай размовы, яны на вас пасыпяцца, але вот сённяшні дзень, я ведаю, шмат каму з музыкантаў даводзіцца ўсё ж такі, каб пракарміць сябе і сваю сям'ю. Музыкай гэтага, на жаль, у Беларусі мала хто можа зрабіць, апроч там, можа быць, Анатолій Ярмоленкі ды Александра Саладухі. Вот даводзіцца працаваць на іншых нейкіх працах. У вас як ситуация? Я решил радикально, у меня нет семьи. Ну а самому ж таксама не за нешта есці трэба будзе, ці хапае з канцэртаў? Хапае. Дзякуй Богу, вот шчаслівы чалавек. Ну, мы все, скажем так, типа фрилансеры, мы сами на себя еще параллельно работаем как-то, но это такая работа, которая позволяет нам в любой момент сорваться на любое выступление, на любой концерт, на любое посещение друзей и так далее. То есть как-то так. А у вас як? У нас всех тогда. У нас всех одинаково, да. Ну, самое галоўнае, што ўсё ж таки чакаем поспеху на беларускім рынку шоу-бізнесу. І вот, а дарэчы, вот як, шоу-бізнес у Беларусі ёсць на ваше меркаванне ці не? Ну, уже постепенно он начинает, мне кажется, немножечко обрастать мышцами, эти кости. То есть уже какие-то фестивали достаточно большие делаются, интересные, на мой взгляд, ну, даже не на мой взгляд, а молодыми какими-то людьми, которые только пришли в этот бизнес. То есть они еще такие не утомленные этим делом, то есть они горят, хотят что-то делать интересное не только для Минска, для всей Беларуси. Поэтому потихонечку, я думаю, ситуация исправится и будет все нормально. Вот я гляжу, вы у свой час заняли першае месца на конкурсе X-Star. Зараз, дарэчы, вот пасля вас о 16-й гадзіне у нас у эфіры будзе Паліна Рэспубліка, якая таксама брала ўдзел ва ўкраіне ў такім вось такого кшталту конкурсе. Вот ва ўкраіне, у Польшчы, вот такія вот тэлевізійныя шоу-конкурсы. У нас же такого нема, вот такого ўзроўню. А як вы лічыце, трэба яно? Вот яно дапамагае, моцна дапамагае артыстам? Дима? Ну, сильно, не сильно, тут, ну, опять же, тяжело рассуждать. Кому-то это поможет, кому-то нет. Тут, опять же, гарантий никаких нет. Проекты, конечно, нужны, но чтобы это делалось как бы с оглядкой на какие-то уже признанные проекты, мировую практику, нежели наши пытались бы что-то, как всегда, изобрести там по-своему, и это было как-то нелепо.
Вот. А такие проекты однозначно нужны, какая-то площадка, где люди смогли бы заявить о себе, вот, и яркие всегда пробьются. Мне вот еще цікавы такі момант. Вот вы сказали, что зараз брали удзел у запісу песні года, такой афіцыйнага мерапрыемства. Все ж таки рокеры. Прычым беларускамоўныя рокеры, ну, у сэнсе часткова песні ёсць і на беларускай мове ў рэпертуары. Мне цяжка сабе ўявіць, каб, да прыкладу, на песню года запрасілі там Вольскага там, ці Варашкевіча. Вот як вам удалося сумясціць з аднаго боку удзел і ў андэграўндзе, а з другого боку ў афіцыозе? Дима. Ну, опять же, та же песня года, мы принимали участие летом. Те, кто участвует в ней, участники берутся, исходя из результатов ротации определенных артистов на белорусских радиостанциях. Вот. А что касаемо последнего выступления, наша песня от Люстерка, последний сингл, была одной из самых ротируемых на Альфа-радио. И как бы исходя из этого нас вот именно позвали на эту песню года. Опять же, даже надо сказать, что мы там уже, по-моему, 3-й раз были, и исключительно с белорусскомовными песнями там. То есть, опять же, может, у них есть какой-то критерий, типа надо вставить какого-нибудь рокера, в идеале на белорусском языке, чтобы он исполнил, и такого полайтовей. Потому что те песни, которые отбирались для песни года, они у нас, ну, на самом деле, более такое балладного какого-то содержания такого. Ну, хотя это обосновано все, вот, опять же, теми же ротациями там, и прочими вещами. Ну, вот я читаю так само о группе вашей на вашем же сайте. Значит, кто цікавится, там вот... Вот бачите, шмат чого можна даведацца. Мне вот просто стало цікава як описывают тое, что про что ваши песни. И с текстами про сумневы и пакуты, про кахання. Вот нават крыху вот стало цікава. Вот песни про сумневы и пакуты. Вот это як? Ну, как мне кажется, что человек, если он однозначно уверен в каких-то своих действиях, либо он безумец, либо очень наглый эгоист. Поэтому всегда, когда там, ты в чем-то сомневаешься, или там какие-то, это уже само по себе переживания, то есть как эмоциональные. По сути об этом, то есть таких равнозначных и равно объясняющихся событий в жизни очень мало. То есть, когда ты уверен в том, что ты делаешь, поэтому всегда какой-то выбор предстоит. И об этом песни, по сути, все наши. Ваш герой — это такі хлопец, які знаходится постоянно в сумневах, покутах. Ну, только, да, не возведенный в абсолют, как у героя «Петли пристрастия». То есть он больше все-таки с лучиком надежды впереди. Некалі я спытаўся у светлая памяць Саша Кулінковіча, як ён вот прыйшоў до таго, каб пісаць песні на беларускай мове, потому что шмат гадоў мы былі з ім знаёмыя, вот ён заўсёды по-руску. І ён кажа, ну вот прыйшоў час, вот неяк само нарадзілася. А вот як у вас, вот чаму было вырашана і сумяшчаць на рускай мове і на беларускай мове? Ну, в какой-то период у меня тоже было такое же ощущение, что надо что-то написать на белорусском языке. И так совпало, что нас попросили там разогреть группу, нашу белорусскую БН. И они попросили, говорят, хотя бы, чтобы в репертуаре одна песенка была на белорусском языке. Если хотите, мы вам поможем перевести какую-то вашу песню. Мы сказали, что нет. Мы что-то напишем свое. Так и появилась Гуантанамо. То есть у меня какие-то идеи были уже на этот счет. Ну, не конкретно Гуантанамо, а вообще, чтобы написать что-то на белорусском, потому что, повторюсь, уже для меня белорусский язык — это такая замена английского языка для меня. То есть он такой очень мелодичный, и на нем как-то у меня очень легко формируются мысли. Ну, атрымліваецца, што з аднаго боку, ну, как бы ситуация подштурхнула, вот трэба, а с другого боку и сам где-то вот морально уже был готовый до этого. Все совпало в этот момент, и, то есть, и получилось. Плюс еще, естественно, очень большую уверенность придало то, что это стало синглом года, кстати, по версии Еврорадио, премии «Даем Раду», которую вы проводили. То есть это нам реально как бы убедило нас в том, что мы можем что-то достойно писать. А як успрынялі вот такі ваш
радыкальны гэты крок ваши прыхільнікі, тому что ну вот любілі гурт, які спявае там на рускай мове, і раптам гоп по-беларуску, і вот як вот стаўленне было? Ну, мне кажется, очень даже хорошо это приняли, потому что понятно, что какие-то люди говорили, что зачем вы это делаете, тогда сложнее будет в Россию тоже попасть и все остальное, а вы там, типа, лучше будете гораздо смотреться, чем у нас в Беларуси, езжайте туда, до сих пор такие просьбы к нам поступают, типа, нечего вам тут ловить. И сейчас могу сказать с уверенностью всем, кто это говорил, что на всех концертах, которые у нас в России проходят, и даже в Украине, все хором поют на белорусском языке. Я специально спрашиваю в любом зале, сколько человек здесь из Беларуси или как-то имеют отношение к Беларуси. Хорошо, если там из 400 человек поднимет 10. И, то есть они поют смело и Гуантанамо, и небеспечно, и на последнем концерте и Люстерка достаточно новую песню пели. То есть москвичи, питерцы, там, калужане пели песни на белорусском языке. Да, это понятно и слышно, что это не так, как говорят и поют белорусы на своем языке, но все равно это было очень приятно. Вот такі прыклад мяккай беларусізацыі России от Нискис. До речі, вот я, жартаўлівая такая тэма, я шмат с украінцамі, сваімі сябрамі, калі гаварылі, мы жартавалі на тое, што украінская мова — гэта дыялект беларускай мовы. Таму сапраўды так трэба рабіць. Але вот сапраўды тэма такая даволі сур'ёзная, і шмат там хто пачынае так неяк вырастаць, узнімацца из маладых гуртоў, ім кажуць: валіце-ка вы там в Россию, в Украину, в Польшу, там, в залежности от мовы, на якой спевается. Вам и зараз, я так думаю, дают такие парады. А планы какие? Дмитрий? Ну, сейчас в нашем мире все унифицировано, так сказать, поэтому, прямой сейчас зависимости, что если мы уедем куда-то, и это будет конкретным шагом к какому-то развитию, мы не видим такого. Потому что, переехав в любую страну и не имея там какого-то, опять же, спонсора, того же продюсера с мешком денег, нужно будет решать все бытовые вопросы, где жить, за что кушать, и все остальное. Вот. И решая эти вопросы, может просто не остаться времени на занятия творчеством и на какое-то саморазвитие и развитие группы. Поэтому самолеты, поезда, машины, все сейчас очень мобильно, и никаких проблем в любую точку добраться довольно быстро нет. Поэтому, в ближайшем обозримом будущем у нас таких планов куда-то перебираться нет. Можно працаваць і з Беларусі на тую ж самую Россию. Абсолютно. Я до чего это пытаюсь, вот я думаю, вы ведаете наших таких белорусских музыкаў, калі іх можна яшчэ до этого часу называть беларускімі, гурт Стокс. І яны аднойчы вот просто собраліся, вырашылі, что тут нічога не будзе у іх, собраліся, поехали в Москву. Сядзяць в Москву, я зараз там пытаюся у Стокса, і як? Вот живем, працуем. А для Беларусі что? Вот нічога, у Москве вот сядзім і працуем. А як вы лічыце, вот это дастаткова, вот ёсць, адчуваеце за сабой вот нейкую миссию, там нешта вот зрабіць для беларускай музыкі, для беларускай мовы, для, я не знаю, для краіны? Конечно, конечно. Все зависит, опять же, от амбиций. Если группе Стокс там достаточно этого, то нам далеко это недостаточно. И я повторюсь, что мы на всех концертах, не стесняясь, говорим, что на всех конкурсах, мы много раз на всяких российских конкурсах, в конкурсах участвовали. И мы всегда с гордостью говорили, что мы из Беларуси. И еще с большей гордостью, что мы из Могилева. До речі, як ви поставилися до слов Лукашенки про тое, што Могилёв — это амаль што русский город? Без комментариев, наверное. No comments, да. А то на песню года не возьмут более. Я ізноўку вяртаюся до вашага сайта. Калі паглядзець дыскаграфію, то апошняе у вас напісана 2018 год, сингл «Интроверт». Все ж таки, гэта апошняе, ці тут гэта вот не зусім свежая информация? Нет, «Интроверт» у нас вышел, по-моему, в марте, да, или весной он, в общем, вышел, а более свежий, это вот где-то в середине сентября у нас вышел одновременно в один день и клип, и песня «Люстерка» на белорусской мове.
І якія планы на бліжэйшы час? Як па павелічэнню сваёй дыскаграфіі, так і па концертах? Ну, будем готовить к следующему году, готовим материал, уже, чтобы, если все получится, то пока не будем говорить даты, но если все получится, то в следующем году планируем выпустить новый альбом. Ёсць уже нейкія там напрацоўкі, там рыбы накидали? У меня, да. У всех есть, да. Як працуем? Я маю на увазе, чалавек піша тэкст, піша музыку, ці там, скажем, один піша тэкст, другі музыку, потым усе разам аранжыроўка робіцца? Ну, я как бы приношу, скажем так, рыбу, то есть текст, там, музыку, какую-то идею самой песни, а дальше мы уже как бы над ней работаем все вместе. То есть бывает, что я приношу ту песню с одним характером, да, в итоге она получается совершенно другая, то есть в другой аранжировке и по стилистике другая. И это круто. И вы потом кажете всем остальным, что вы мне споганили такую добрую задумку. Да, плачу и играем. Плачу и играю, это добро. А по концертах? Я уже бачыў такі анонс, что вы замахнулись на досыць вялікі зал у Минску. Ну да, сейчас, слава богу, у нас получается от концерта к концерту наращивать размеры площадки. То есть, если раньше пределом мечтания нам было хоть там в Репаблике, хоть побыть там, хоть чуть-чуть поиграть, сейчас уже переросли эту площадку, замахнулись на Prime Hall. Вот, и надеемся, что это будет тоже очередным шажком, как бы, и дальше будет только по нарастающей. Вот, да, 6 апреля мы выступаем сольным концертом в Прайм-холле. Да, и считаем, что билеты на концерт могут быть отличным подарком к Новому году. Да, кстати, билеты уже в продаже, так что, чтобы не получилось, как у нас было вот с предыдущими концертами в Репаблике, когда там за месяц до концерта раскупили все билеты, и на следующий нам пришлось сделать второй концерт на следующий же день, чтобы люди, которые очень этим фактом недовольны были, пришли. Поэтому рекомендуем заранее покупать билеты. Ну вот вы пригадали ту историю, калі яшчэ маладому гурту «Нізкіс» давялося іграць на разогреве у БН. Зараз ужо, я так думаю, прыспеў час і самим кого-нибудь с молодых на разогрев брать? Ну, довольно часто пишут люди, ну, группы просят, да, на разогрев, но как бы мы со всей открытой душой говорим, что, ну, по техническим причинам мы не совсем... Самим мало, да? Не то, что мало, как бы... Это мешает, так сказать, шоу, как бы пока у нас нет такого масштаба, когда у нас нет там техников каких-то, люди, которые будут все это менять. Вот это, ну, теряется какая-то интрига, когда между группами начинается вся вот эта метусня с там, оборудованием. Там. То есть хочется, вот, чтобы человек пришел, когда на наше выступление, он от и до в этом как бы концерте, конкретно на который он пришел, и погрузился, чтобы его больше ничего не отвлекало. Это понятно, как там мировые звезды делают, или хотя бы там постсоветского пространства звезды делают, когда у них большие площадки, там 5000-е, 7000-е, да, стадионы там или ледовые дворцы, там можно, как и мы также делали, то есть наше все оборудование стоит, а молодая группа там привозит свое оборудование, то есть где-то в уголке отыграет на разогреве, потом это все очень быстренько убирается, через полчаса выходят главные типа звезды. Если у нас такое будет, то, конечно, мы будем за, чтобы с нами выступали перед нами кто-то из молодых. Мы всегда общаемся с людьми, там советуем, даем какие-то советы, информацию, то все, что мы можем там подсказать, помочь, как бы без проблем. Но вот именно с разогревом, как бы это не наши капризы какие-то, но вот пока это для нас не совсем удобно, так сказать. Дзякуй вялікі. Ну вось уже і прагучалі першыя анонсы. У наступным годзе новы альбом, а на пачатку красавіка ўжо і Prime Hall, «Нізкіс» можна ісці ўжо за квіткамі. Ну а сёння кастрычніцкая 16, уручэнне прэміі «Героі года». Таксама прыходзьце, там з хлопцамі можна будзе зрабіць селфі, таксама далучыцца да геройскай славы. Дзякуй яшчэ раз вялікі. Гурт «Нізкіс», Магілёў, Зміцер Лукашук, Еўрарадыё. А 16-й гадзіне у нас Паліна Рэспубліка. Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.